Подвоенный оркестр 49-й бригады войск Национальной гвардии выносит символ Российской Федерации. Так начинается торжественное мероприятие, посвященное 15-й годовщине со дня образования 126-го полка войск Национальной гвардии. Официальной датой образования 126-го полка считается 24 июля 2004 года. Для нашей республики это были самые непростые времена. Полк выполнял задачи на территории республики, на территории Северного Кавказа. Много личного состава, как уже говорилось, поощрено всеразличными наградами, вплоть до героев Российской Федерации. Конечно, есть жертвы, павшие, награжденные посмертно военнослужащие, поэтому сегодня также им отдается честь, дань уважения. В принципе, полк практически во всех точках Северного Кавказа участвовал, принимал. То есть полк единственный полк сейчас на территории, скажем так, Российской Федерации, который выполняет действительно боевые задачи. Бойцы 126-го полка войск Нацгвардии демонстрируют гостям идеальную военную подготовку. Они всегда отличались высоким профессионализмом, боевой выучкой и готовностью в любую минуту выполнить поставленные задачи, порой сопряженные с риском для жизни. Как правило, все мероприятия, которые проводятся в воинских частях, в данном полку, они проходят на высоком военном уровне. Я был свидетелем, когда именно данный полк формировался в каких трудных условиях, в такое неспокойное для республики времени. Поэтому как сейчас и как было раньше, это будет небо и земля, потому что какие условия мы сейчас с вами видим, и условия для военнослужащих, и условия для офицерского состава, прекрасные условия, тут только служить и служить. Поэтому данный полк, он является и боевой такой единицей, которая выполняет все поставленные перед ними задачи. Это и охрана, и нашего населения Республики Ингушетия. В сегодняшний день, в настоящее время, на боевом посту находятся наши боевые товарищи, обеспечивают мир и стабильность на Кавказе, и в республике, и в стране. В этот день я хочу поздравить всех с этим праздником. Хочу пожелать, прежде всего, здоровья, благополучия, мира вашим семьям. Выражаю уверенность, что и в дальнейшем полк будет с честью и достоинством выполнять любые поставленные задачи. Поздравить полк с годовщиной пришли и представители органов государственной и исполнительной власти, а также ветераны Росгвардии. От имени правительства Республики Ингушетия и себя лично поздравляю вас с 15-й годовщиной со дня образования. На ваши плечи возложена сложная, но очень почетная обязанность – защита прав, свобод, законных интересов человека, охрана государственного и общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом. Хочется отметить большой вклад в силу личным составом части военно-патриотическое воспитание молодежи республики, формирование положительного имиджа сотрудника правопорядка. Защита государства от внешнего условного противника – это очень важная задача. Но, на мой взгляд, более важная задача – это защита государства от внутреннего врага. Он более извращен и коварен. И вы сегодня стоите одни из тех, кто сегодня выполняет эту очень важную задачу. Я желаю вам профессионального карьерного роста, безопасной службы, вашим родным и близким терпения и понимания, здоровья, мира, всех благ. Магомед Горбаков, представитель Совета ветеранов Росгвардии по Ингушетии, с гордостью вспоминает, что именно при нем образовывалась войсковая часть. При мне основывали войсковую часть, при мне ее и создавали. Я как военнослужащий ушел на пенсию отсюда. Ветераны, пенсионеры, имеющие большие медали, ордена. Орден мужества имеют, герои России отсюда были. Мне приятно то, что и по 15-летие, и 100 лет пройдет, но войсковая часть находится в Республике Ингушетия. Наши ребята служат. Далее прошло награждение сотрудников грамотами и ценными подарками. Рядовой Манкиев Руслан Мусаевич. 126-й полк ВНГ выполняет важные задачи государственного характера. Среди них борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана правопорядка, обеспечение безопасности граждан во время массовых мероприятий, охрана важных государственных объектов. Зухра Дугиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.